Мероприятие всем, кто пришел. Я рад, что мы собрались здесь. Здесь не 2, 3, не 17 человек. Сегодня весь мир видит, что единство для чеченцев, оно очень важно. И что в момент, когда это возможно, мы прилагаем все усилия для этого. И стремимся к тому, чтобы наш народ был свободен и избавлен от российских оков. В данном мероприятии много говорится о нашей политике, о мировой политике, обо всем. Но мне бы хотелось напомнить о тех людях, которые очень хотели бы сегодня очутиться здесь, и в силу многих обстоятельств они не имеют никакой возможности здесь находиться. Это люди, которые пропали без вести, эти люди, которые были убиты российской военщиной, это люди, которые сегодня находятся в российских тюрьмах. С молчаливого согласия мирового сообщества эти люди пропали без вести, эти люди были убиты, и эти люди сегодня находятся по надуманным разным преступлениям, находятся на очень большие, даже есть люди, очень много людей, наших чеченцев, бойцов, которые находятся на пожизненном заключении. И есть много парней, которые получили от ЕСПЧ решение, что они должны выйти из тюрьмы, но Российская Федерация все равно не исполняет это решение и все равно их не отпускает. Как только подходит срок, год, 2 года, когда остается, после этого они находят новые статьи, и по новым статьям есть очень много случаев. Есть человек, который 21 год отсидел, ему добавили 7 лет. 19 лет, который отсидел, ему добавили 5 лет. И вот так это бесконечно продолжается. Когда российская военная машина начала агрессию против чеченского народа, старшее поколение не даст мне соврать. Между чеченцем и русским существовал барьер. Русский знал, если обидеть чеченца, то любой чеченец возьмет это на себя и понесет это. Этот барьер был нарушен во время Второй русско-чеченской войны. И благодаря главному предателю, которого они называют своим президентом, Ахмад Хаджи Кадырова. Этот человек послужил тем, кто начал чеченизацию русско-чеченской войны. И этот человек показал российским военным, что убивать чеченцев безнаказанно, преследовать безнаказанно, посягать на их имущество, честь и достоинство, это нормально. И в самом начале, когда даже федералы боялись и не решались на такие преступления, один из винтиков этой машины был Кокиев. Он пытал моего друга своей культяпой в Ханкале. И когда он его пытал, русский офицер его отнимал, потому что мой друг был очень жестоко избит, он на ногах даже не стоял. Он был весь в крови. Но ты что делаешь, с него достаточно. Вырываясь из рук русского офицера, Кокиев обратно бросался на моего друга и говорил: вы этих тварей не знаете, их надо убивать. Вот именно такие чеченцы позволили сегодня безнаказанно творить все ужасы, все бесчинства, весь беспредел, который существует в этом мире, в полные руки передан российским властям. И сегодня Кадыров, младший, продолжает стилать чеченский народ перед путинским режимом. Он говорит, что он может 300 тысяч чеченцев послать в Украину, 400 тысяч послать. И он может это сделать, потому что чеченский народ с молчаливого согласия всего мира был оставлен один на один с этим убийцей. И сегодня весь мир, для нас Путин был террористом 30 лет тому назад. Россия была террористической организацией, страной 30 лет тому назад. Мир сегодня без зазрения совести называет вещи своими именами спустя 30 лет. Но нам от этого ни абсолютно убитого человека нельзя вернуть. Человек, который отсидел 20 лет, ему не вернут эти года. Без вести пропавший человек,
невозможно, мы не знаем даже, где он находится. Поэтому сегодня у чеченцев Да, появились журналисты, которые сказали, что с чеченским народом раз и навсегда закончено. Сталин говорил такое, когда выслал целый народ. Мы вернулись. Мы восстановили свою Нохчалла. Более того, спустя определенный срок мы воспользовались правом, который дал нам Всевышний, и создали свое государство. Поэтому сейчас, когда у нас появился этот шанс, здесь очень много людей, которые видели войну, видели плен, видели весь ужас того, что происходило и происходит по сегодняшний день у нас дома. И это все нас объединяет. И сегодня, когда весь мир готов дать нам независимость, признать нас, дать нам право, которое мы по праву заслужили, мы, сторонники независимости Чеченской Республики Ичкерия, воспользуемся этим правом в полную меру. И я хочу заверить Украину, украинских друзей, людей, которые сегодня бок о бок с нами стоят, что мы не упустим эту возможность. Иду к